Обзоры экономических и спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем в ближайший час. Начнем, пожалуй, с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 19 копеек, евро 71 рубль 82 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Восточном банке. Это 64 рубля 60 копеек. Лучший курс продажи предлагает также Восточный банк. Он остановился на отметке 65 рублей ровно. Что касается евро, то выгодная покупка в Россельхозбанке – это 71 рубль 65 копеек, а продажа в Восточном банке за 71 рубль 90 копеек, сообщает сайт Банки.ру. А мы продолжаем. Президент России Владимир Путин накануне посетил дагестанское село Ботлих, которое одним из первых стало на пути банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хатаба во время их нападения на Дагестан в 1999 году. Российский лидер возложил цветы к мемориалу уроженцам Ботлиховского района, который призван увековечить память погибших во время Великой Отечественной войны в Афганистане в ходе боевых действий в Дагестане и других вооруженных конфликтах. После этого Владимир Путин встретился с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов. Добавлю, что Дагестан в эти дни празднует 20-летие разгрома международных бандформирований и День единства народов республики. Стали на пути этих банд международных террористов. И вместе с вооруженными силами Россия отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране. Показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 130 рублей. Минтруд России подготовил соответствующий законопроект. В связи с тем, что величина прожиточного минимума ежегодно меняется, то закон, устанавливающий размер МРОТ, также регулярно пересматривают. Он устанавливается по данным за второй квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты. Отмечается также, что в случае одобрения законопроекта новый МРОТ может вступить в силу с 1 января следующего года. А в Министерстве финансов предлагают разрешить гражданам забирать досрочно пенсионные накопления. Это может стать возможным в рамках разрабатываемого законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Перечень тяжелых жизненных ситуаций может быть сформирован на основе закона об ипотечных каникулах. В частности, потери работы, инвалидности, увеличения числа иждивенцев, временной нетрудоспособности и так далее. В случае досрочного изъятия накоплений гражданин должен будет вернуть налоговый вычет, который предлагается давать на взносы на пенсионные накопления в размере до 6% от зарплаты. Тем временем страховая пенсия по старости может вырасти в следующем году на 6,6%, в 2021 на 6,3%, а в 2022 почти на 6%. Это стало известно из пояснительной записки к проекту бюджета Пенсионного фонда России. Социальную пенсию в ближайшие 3 года планируется проиндексировать на 7%, затем на 2,6% и на 3%. Средняя страховая пенсия на конец этого года должна будет составить 14,5 тысяч рублей. У неработающих пенсионеров 15,5 тысяч рублей, а социальная – 9 тысяч рублей. Всего на начало следующего года будет 43,5 миллионов пенсионеров, в том числе получателей страховой пенсии почти 40 миллионов человек. А с сегодняшнего дня скорректированы правила подсчета и подтверждения стажа для назначения страховых пенсий судьям, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Так, страховой стаж включает период исполнения судьей своих полномочий. Срок подтверждается справкой Конституционного или Верховного судов России, Кассационного или Апелляционного судов общей юрисдикции, Верховного суда Республики, Краевого или областного судов. Для подтверждения стажа военным и сотрудникам правоохранительных структур, на которых не распространялось обязательное пенсионное страхование, и уволенным в запас после 1 января 2002 года надо предоставить справку об отсутствии у них права на пенсию за выслугу лет или по инвалидности и о периодах службы.
Граждане, которые занимаются садоводством или огородничеством в индивидуальном порядке, получат налоговые льготы. Накануне соответствующий закон приняла Госдума. На таких граждан предлагается распространить налоговые льготы в отношении платы, которые они вносят за покупку и содержание имущества общего пользования, а также ремонт объектов инфраструктуры. Данный закон, по мнению авторов инициативы, устанавливает справедливость и предоставляет налоговые льготы индивидуальным дачникам, которые по сути ничем не отличаются от тех, кто состоит в садоводческом некоммерческом товариществе. Отмечу, что сегодня в России около 60 миллионов дачников, порядка 20 миллионов из них не являются членами некоммерческих объединений и товариществ. В Нижнюю палату Государственной Думы России внесен законопроект, который вводит в законодательство норму об упрощенном банкротстве гражданина, если его долг составляет больше 50 тысяч рублей, но меньше полумиллиона рублей. Более подробно в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, здравствуй. В чем основное отличие упрощенной системы? Ольга, приветствую. На текущий момент стоимость процедуры банкротства составляет порядка 100 тысяч рублей. И самое главное отличие новой инициативы, что эта процедура для потенциальных банкротов будет абсолютно бесплатной. Пока Центробанк России и Минэкономразвития спорили о вопросах закредитованности граждан, Госдума предложила конкретный законодательный механизм, который призван устроить и заемщиков, и кредиторов. Это упрощенное банкротство. В Нижнюю палату парламента внесен законопроект, который вводит в законодательство норму об упрощенном внесудебном банкротстве гражданина, если его долг составляет больше 50 тысяч рублей, но меньше полумиллиона рублей. Согласно проекту закона, процедура признания банкротом в упрощенном порядке будет для граждан бесплатной. После внесения данных гражданина в единый специальный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на требования кредиторов по денежным обязательствам. Прекращается начисление неустоек, штрафов, начисление процентов по всем обязательствам гражданина. Также запрещено применение к нему иных финансовых санкций. Кроме того, приостанавливается действие исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. После включения в реестр по упрощенной процедуре банкротства у гражданина есть год, в течение которого он может обратиться с просьбой вывести его из реестра в связи с улучшением его материального положения. С заявлением о выведении гражданина из реестра также может обратиться его кредитор, если решит перевести спор в судебную плоскость. В том случае, если в течение года ни гражданин, ни его кредитор не подали заявление о выведении из реестра, то он автоматически и без решения суда признается банкротом и освобождается от требований кредиторов. Специальное бюро кредитных историй, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, не получат доступ к информации о доходах клиентов кредитных учреждений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что при расчете показателя долговой нагрузки есть числитель, а есть знаменатель. Бюро кредитных историй будет рассчитывать числитель, сказал он. Между тем, доступ к знаменателю информации о доходах россиян будут иметь только банки. И именно они будут рассчитывать итоговый показатель долговой нагрузки. По словам Аксакова, необходимость в специальных бюро кредитных историй возникла из-за того, что сейчас данные о кредитах заемщиков разбросаны по разным бюро. Катастрофической проблемы в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета не наблюдается. Оценивать успешность реформы можно будет только в 2020 году. Такое мнение выразила зампред Центробанка Ольга Полякова. По словам замглавы регулятора, переход на проектное финансирование внедрит прозрачную систему спонсирования строительных объектов, обеспечив независящий от спроса россиян стабильный источник фондирования. Также она пояснила, что из 118 миллионов квадратных метров, которые строятся в настоящее время, около 16,5 миллионов квадратных метров, согласно декларациям, будут возводиться с использованием эскроу-счетов. По старой схеме порядка 65 миллионов квадратных метров. В Центробанке не видят серьезных проблем в том, что застройщики более активно пошли в банки подавать заявки. В настоящее время, по данным Центробанка, в России открыто более 10 тысяч эскроу-счетов в 13 уполномоченных банках, а также выдано свыше 306 миллиардов рублей в виде кредитов. Помощь в создании транспортной и энергетической инфраструктуры, а также налоговые послабления могут стать эффективной мерой поддержки инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. Подобные вложения в инфраструктуру возвращаются сторицей для бюджета. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев. Лидер республики пояснил, что с появлением инфраструктуры на территориях, например, богатых полезными ископаемыми, появляются новые инвесторы.
В частности, необходимо строительство железных дорог, которые будут затрагивать территории, где залегают месторождения полезных ископаемых, или строительство энергетической инфраструктуры для обеспечения промышленных предприятий дешевым электричеством. Или же это строительство дорог, которые, конечно же, тоже очень дорого строить в условиях Крайнего Севера. Но эти дороги, чтобы как раз затрагивали те территории, где идет реализация тех или иных инвестпроектов. В Якутии уже есть реализованные такие проекты и в золоторудной промышленности, и в алмазной промышленности, пояснил глава региона. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума заявил, что государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ольга, ну а актуальная информация из мира финансов будет в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо большое вам, Иван. Ждем от вас еще больше новостей. А я напомню, об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко, а мы продолжаем. Осень только началась, а в городе Удачный Мирнинского района сегодня выпал первый снег. Отмечу, что за пару дней до этого снег выпал в Анабарском районе. А по данным синоптиков, 14 и 15 сентября на большей части республики ожидаются дожди и мокрый снег. А в третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства. День работников леса России нынче совпадает с 80-летием лесного хозяйства республики. Отмечу, что Якутия является самым крупным лесным регионом России. Площадь лесного фонда составляет 255 миллионов гектаров. Леса Якутии, занимающие 80% территории региона, являются национальным достоянием республики. Это 10% нетронутой природы всего мира, необыкновенная якутская тайга, являющаяся легкими планеты. В этом году, несмотря на сложную пожароопасную обстановку, благодаря слаженным действиям всех подразделений лесной охраны не допущено перехода огня на земли населенных пунктов. Всего в течение пожароопасного сезона потушено 225 лесных пожаров на общей площади свыше 7 тысяч гектаров. В этом году лесопожарный сезон был очень напряженный, но тем не менее наши специалисты, наши сотрудники, это федеральная авиалесоохрана, региональная лесоохрана и Якутлесресурс успешно справились с задачей и потушили все пожары в зоне обслуживания. Кроме того, были потушены пожары в зоне контроля на отдаленных участках и тем самым не допустили распространения огня на населенные пункты и на объекты экономики. С начала пожароопасного сезона этого года на территории республики зарегистрировано около 1000 лесных пожаров. Прокурорами выявлены нарушения при формировании планов тушения. О некоторых случаях расскажет Екатерина Павлова, которая находится с нами на прямой связи из города Нерюнгри. Екатерина, здравствуй. Какие нарушения были выявлены в Нерюнгринском районе и какие меры в связи с этим приняты? Да, Ольга. Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году явились сухие грозы, а также человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем вследствие курения, неправильного разведения костров и сжигания сухой травы. При наличии положительной динамики, связанной с прошлым годом, когда площадь лесных пожаров составила более 2,5 миллионов гектаров, в этом году площадь меньше, но прокуроры в связи с прокурорскими проверками были выявлены все равно значительные нарушения о ненадлежащем состоянии законности в тушении пожаров. Прокурорами выявлены нарушения при формировании планов тушения лесных пожаров по фактам непринятия мер по обеспечению функционирования систем оповещения в районе, отсутствие достаточных средств пожаротушения и некоторых других нарушениях. По всем фактам прокурорской проверки были количество составленных актов составило более 280. В Нерюнгре нам рассказали о случае проверки по факту значительного увеличения площади лесного пожара. Об этом нам рассказал старший помощник прокурора Андрей Стец. Мы вам предоставляем его комментарий. Екатерина, спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи была Екатерина Павлова из Нерюнгри. Житель Нерюнгри, желая спасти своего приятеля от тюрьмы, сам стал фигурантом уголовного дела. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Александр, здравствуй. За что на нерюнгринца завели дело? Здравствуй, Ольга. Молодого человека подозревают в даче заведомо ложных показаний. И максимальное наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы.
В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В мае 2019 года в Нюрнбергском суде рассматривалось дело в отношении местного жителя, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Приятель подсудимого на заседании дал показания о непричастности товарища к преступлению. Но в ходе предварительного расследования показания свидетеля были иными. Суд критически отнесся к показаниям и не принял их во внимание. В итоге обвиняемый все-таки был осужден, а вот на его приятеля, который пытался спасти товарища от тюрьмы, давая ложные показания, завели уголовное дело, и он стал фигурантом по статье «Заведомо ложные показания свидетеля в суде». У самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», летевшего по маршруту Анадырь-Хабаровск, во время полета обнаружили трещину покрывного слоя стекла левой форточки пилотов. Однако, как заверили в авиакомпании, на прочность стекла это не влияет. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Все прошло в штатном режиме. На федеральной автомобильной дороге Колыма в Нампонском районе прошли рейды по выявлению нарушений правил и сроков охоты. За время рейда было осмотрено 12 автомобилей. Особое внимание уделялось машинам, подготовленным для выезда на охоту. Проверена транспортировка 6 единиц охотничьего оружия. По результатам рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. До окончания охотничьего сезона проверки будут проводиться во всех районах республики. Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей. Следком по Центральному округу Москвы завел уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следователи подозревают, что в 2017-2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления более 500 тысяч россиян без их ведома из Пенсионного фонда России в частные фонды. По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления. В махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги негосударственных пенсионных фондов, но пока конкретных фигурантов в деле нет. Отмечается, что все документы были завизированы нотариусами, но их подписи и печати были поддельными. В Анапе полицейские изъяли более 100 тысяч литров контрафактного алкоголя, произведенного в подпольных цехах, расположенных в 4 частных домах. Кроме того, изъята тара для розлива, акцизные марки и оборудование для производства алкоголя. Образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будут приняты процессуальные решения. Необычный гость зашел отдохнуть в один из небольших отелей в штате Монтана. В дамской комнате номера обнаружили молодого черного медведя, который прилег отдохнуть на раковине, рассказывает Елена Островская. Зайти в дамскую комнату и обнаружить спящего медведя на раковине. Гостей небольшого отеля в Монтане больше уже ничем не удивишь. Чтобы безопасно выдворить непочтительного посетителя, ветеринары выстрелили в него транквилизатором и вынесли из здания. Отель расположен рядом с национальным парком Йеллоустоун. Именно туда и отправили молодого черного медведя Барри Балла после того, как специалисты удостоверились, что он здоров. А вот убедиться, что нарушитель дамского спокойствия больше не станет хулиганить, будет не так-то просто. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Ольга, на этом у меня все. Спасибо большое, Александр. А я напомню, обзор чрезвычайных событий нам предоставил Александр Хавренко, а мы продолжаем. Это мировые новости. Ученые впервые обнаружили следы водяного пара в атмосфере экзопланеты, которая может иметь каменистую поверхность. До сих пор его находили лишь возле горячих газовых гигантов. Все подробности далее. Планета К2-18b была открыта учеными в 2015 году. Она вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва и находится в обитаемой зоне своего светила. По словам ученых, планета примерно в 8 раз тяжелее Земли и может иметь каменистую поверхность. В среду стали известны новые подробности, которые ставят К2-18b на особое место среди всех остальных экзопланет. Ученые проанализировали снимки, сделанные космическим телескопом Хаббл, и пришли к выводу, что в атмосфере этой суперземли может содержаться водяной пар. У нас есть далекая звезда и планета, проходящая перед ней. Когда мы наблюдали это, часть испускаемых светилом фотонов поглощалась присутствующими в атмосфере планеты веществами. И в данном случае мы обнаружили, что это был водяной пар.
Вода в жидком виде считается элементом, необходимым для зарождения жизни, а значит, исследуемая планета может быть потенциально обитаема, говорят ученые. До сих пор водяной пар находили только в атмосфере горячих газовых гигантов. Правда, начинать собирать чемоданы и готовиться к переезду, по словам астрономов, пока не стоит. Экзопланета находится в системе, расположенной более чем в 100 световых годах от Земли. А это значит, что изображение, которое мы изучаем, это изображение небесного тела, сделанное 100 лет назад. От Солнца до Земли свет идет всего 7-8 минут, а до этой планеты 100 лет. Так что нам добраться до нее просто невозможно. Но на этом плохие новости не заканчиваются. По словам ученых, в атмосфере планеты доминирует водород, а не азот и кислород, как на Земле. Кроме того, красный карлик, в системе которого она находится, проявляет сильную звездную активность, и суперземля подвергается воздействию мощных потоков излучения, из-за чего шансы на ее обитаемость сильно снижаются. Власти Кубы объявили о мерах экономии топлива на острове. Отменят рейсы общественного транспорта. Жители призывают подвозить своих соседей и работать из дома. В чем причина, разбирался Роман Чуриков. Картинки того, как жители Гаваны штурмуют рейсовые автобусы, скоро уйдут в прошлое. По крайней мере, на 2 месяца. Общественный транспорт на Кубе временно перестанет ходить из-за нехватки бензина на острове, объявил глава государства Мигель Диас-Канель. Нас ждет напряженное время. Поездки людей, доставка некоторых продуктов питания и услуг зависит от транспорта, а транспорт от дизельного топлива, которое к нам никто не везет. Причина очередного топливного кризиса – новые санкции, которые на Кубу наложил Дональд Трамп. Все дело в поддержке Гаваны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под американские ограничения автоматически попадут любые компании, поставляющие нефть на остров. Поэтому все они аннулировали свои контракты, и как минимум в ближайшие 2 месяца в порт Гаваны не придет ни один танкер. Жители Кубы призвали к экономии. Владельцы машин обязались подвозить своих соседей. Все, кто могут работать удаленно, будут трудиться из дома. Власти обещают, что эти меры сугубо временные, но не исключают перебоев с электричеством. Мы создали план действий на случай блэкаутов, если они случатся. Мы сделаем все, чтобы минимизировать их последствия для каждого отдельного гражданина нашей страны. Перебои не будут такими серьезными, как в особый период. Особый период, о котором упомянул Диас-Канель, это начало 90-х, когда Куба оказалась в глубоком кризисе из-за распада СССР. Спустя почти 3 десятилетия и в условиях плановой экономики ситуация на острове повторилась, пусть и с меньшими негативными последствиями. Нынешний кризис связан с трудностями Венесуэлы, главного торгового партнера острова. Впрочем, официальная Гавана не согласна с тем, что проблемы вызваны экономическими просчетами, и обвиняет во всем империю. Так власти Кубы называют США. Рис в обмен на пластик – так называется программа филиппинских экологов. Они выдают местным жителям килограмм зерна за каждые 2 килограмма собранных отходов. Почему мусор решили менять на еду? 49-летнюю Веронику Деларико называют в ее родной деревне экологической тетушкой. Каждое утро она ходит по окраине столицы Филиппин Манилы и забирает у соседей пластиковый мусор. В ее мешке непременно оказывается и каждый фантик или пакетик, найденный на улице. Так что свое прозвище женщина получила не случайно. Наше местечко очень грязное. Если бы я могла, я бы собирала каждую соринку на улице. Когда я выхожу из дома, всегда беру с собой пакет для пластика. Моя кузина постоянно говорит мне: «Зачем тебе весь этот мусор? Выброси его». Но вид разбросанного мусора режет мне глаза. Впрочем, с недавних пор эта привычка позволяет Веронике не только держать в чистоте улицы ее деревни, но и кормить семью. Местные экологи запустили программу «Рис в обмен на пластик». За каждые 2 килограмма отходов филиппинцы получают килограмм зерна. Этот продукт стоит в Маниле порядка 70 центов за килограмм, примерно 45 рублей. Это существенная сумма в одной из беднейших стран мира. Сегодняшний сбор, например, позволит Веронике кормить свою семью из 4 детей и мужа водителя велорикши целую неделю. Ну а полученный экологами пластик пойдет на переработку. За август таким образом собрали 213 килограммов мусора. Один из кураторов этой акции, местный староста Андор Сан-Педро, считает этот проект выгодным со всех точек зрения.
Мы благодарим людей за их тяжкий труд, а заодно очищаем нашу деревню. Это очень правильная и справедливая система. Ведь мало кто сейчас проявит какую-либо инициативу, если не получит ничего взамен. В нашем же случае люди получают еду за заботу об экологии. По оценкам экспертов из Ocean Conservancy, Филиппины – главный загрязнитель Мирового океана пластиковыми отходами. Программа «РИС» в обмен на мусор не снизит потребление вредной для экологии упаковки в стране, но, по крайней мере, научит людей ответственному потреблению, надеются активисты. Не дышать, почти не двигаться и погружаться на дно – главные принципы фридайвинга. Одного из самых опасных, но самых красивых видов спорта в мире. Узнать о нем больше сможете в следующем материале. Россиянин Алексей Молчанов делает последние несколько вдохов перед свободным погружением. Последний забор кислорода, и 32-летний уроженец Волгограда отправляется на дно Средиземного моря. Во французском городе Вильфранш-сюр-Мер прошли международные состязания по фридайвингу. И в этом виде спорта у Молчанова конкурентов практически нет. Дисциплина, которую вы сейчас наблюдаете, называется «свободное погружение». Атлет буквально скользит вниз по тросу, при этом не использует вообще никакого дополнительного снаряжения. Ни ласт, ни маски, ни баллона с кислородом. Так что дышать нельзя, да и нечем. И это еще не самое сложное из дисциплин во фридайвинге. Есть еще постоянный вес без ласт. Все то же самое, только без троса. Атлет должен использовать исключительно силу собственных мышц. Именно поэтому, например, при подготовке спортсмены учатся не только задерживать дыхание, но и полностью расслаблять тело и плавать с минимальным количеством движений. Молчанов на этот раз смог погрузиться на глубину в 118 метров, что доказал карточкой, добытой на конце троса. Обратите внимание на спасателей. Они поднимают руки вверх, доказывая, что не передают ему маркер уже на поверхности. Кстати, мало кто знает, но Алексей Молчанов – один из самых успешных спортсменов России. На счету 32-летнего атлета 12 действующих мировых рекордов и 15 золотых медалей чемпионатов планеты. Это были мировые новости. Театральный сезон стартовал в Русском драматическом театре. Неотъемлемой частью декорации являются костюмы актеров. Наша съемочная группа находится сейчас в костюмерном театре. На прямой связи со студией Юлия Великодная. Юлия, здравствуй. Сколько костюмов в коллекции и как они хранятся? Ольга, приветствую. Мы действительно находимся за кулисами театра. Мы заходим в костюмерный цех. Здесь на 70 квадратах хранится более 1000 костюмов. Это вот настоящая мечта каждой девушки, чтобы у нее был такой шкаф, такое помещение с костюмами. Татьяна, расскажите вот об этом костюме, в чем его особенность? Ну, это такой у нас, один из дорогих, наверное, костюмов, потому что вышивка машинная, но ручная, шилась она не в нашем театре, с бисером, и, в общем, на спектакль Чайка Чехов, и поэтому он такой дорогой, потому что вышивка, А расскажите, как вы ухаживаете, как храните, чистите, гладите костюмы, и за сколько до спектакля начинаете подготовку? Рабочая неделя у нас начинается со вторника, поэтому со вторника мы приступаем уже к работе. Мы проверяем костюмы, если что-то заморалось, загрязнилось, мы сдаем в прачечную на стирку. И буквально со вторника уже все равно начинаем подготовку, утюжку костюмов, потому как репертуар на новую неделю за неделю мы уже знаем, какие костюмы готовить. И уже приступаем со вторника, все это готовим, потом разносим по гримеркам и так далее. Здесь хранятся не только костюмы, здесь головные уборы, обувь. И нас заинтересовал этот головной убор. На первый взгляд кажется, что он из бумаги, но на самом деле это материал. Он очень такой гибкий. Я решила примерить и почувствовать себя в роли актера, каково это носить такую конструкцию на голове. На самом деле она очень легкая, и ходить можно, если попробовать и порепетировать. Спасибо. Да. Используются в Золушке у нас фрейлины, в них работают, на бал ходят. Спасибо. Мария, расскажите, здесь огромное количество, больше 1000, вы сказали, костюмов. Как они хранятся, про их упорядоченность, как вы находите их? Все спектакли висят по своим
названием, как бы вот у нас здесь наверху мужские костюмы голодранцы и аристократы висят, здесь внизу дни турбинных висят. Дальше там у нас деревья умирают стоя. Ну, нередко, наверное, приходится помогать во время прям спектакля, переодеваться актерам. Во всех ли это спектаклях и какое самое короткое время? Ну, во многих спектаклях у нас переодевание, самое быстрое переодевание, также у нас в спектакле «Деревья умирают стоя». Там у нас происходит буквально где-то за 40 секунд. Мы там четвером, 2 костюмера и 2 парикмахера, вот мы переодеваем буквально быстро. Это волнительно, наверное. Ну, первый спектакль было, да, волнительно, а сейчас уже как по маслу. Мы этого даже не замечаем, как это происходит все. Ну, сейчас нас ждет уникальная одежда. Евдокия Ильинична, расскажите, в чем особенность вот этого одеяния? Дело в том, что у нас тут висят идущие спектакли, но у нас есть еще и уникальные вещи, которые хранятся в театре уже давным-давно. Как говорил старейший наш костюмер, она уже здесь работает 40 лет, а вот этот вот салоп, начало, я так предполагаю, 20 века хранился уже был здесь в театре. Вот. Если посмотреть мы его используем время от времени, потому что это уникальная вещь, да, выполнена в технике Ришелье, на сукне, и поэтому, если вот даже, как говорится, не стыдно вблизи показать, да, костюм, потому что у нас, костюмы, они же театральные, да, они разные. Бывает, что то, что можно показать вблизи, не всегда можно, в смысле, вот. Ну, редко списываются костюмы, они всегда используются, им применение найти можно везде. Конечно, у нас есть склад специальный. У нас там хранятся костюмы, у нас списывается, спектакль списывается, все поднимается наверх, там они хранятся в специальных чехлах, вот поэтому и сохраняются, я так думаю, эти костюмы. Евдокия Ильинична, здесь огромное помещение, да. Здесь, наверное, квадратов 30, вот здесь очень яркие костюмы, расскажите о них. Это вот у нас спектакль «Золушка», сказка, вот эти вот сестры у нас. Костюмы яркие такие, они тут висят без кринолинов, но у нас еще есть кринолины, очень большие, объемные, и если кто был на спектакле, они, наверное, заметили. Также у нас есть костюм уникальный, можно сказать, Золушки, он у нас трансформер. Вот как бы Золушка, тоже кто видел спектакль, видели, что она, значит, сперва, значит, Золушка у нас в таком костюме заморашки, а потом превращается в принцессу. Но это наш секрет, как это происходит. Над этим, значит, работали наши швеи, непосредственно, я сама как конструировали, придумывали, думали, как бы это все сделать, потому что тоже происходит моментальное переодевание. Раз, и все, и Золушка из заморашки превращается в принцессу. Русский театр секретов не выдает. Да. Расскажите, а вот как происходит от создания образа до воплощения в жизнь костюма? Это сложный, долгий процесс, да. Допустим, вот когда мы только выходим уже на работу, нам руководство ознакомливает, какие будут предстоят нам спектакли, какой объем работы будет, озвучивает, кто будет, какой режиссер работать, какой, значит, у него будет художник, кто будет художником-постановщиком, кто будет художником по костюмам. И начинается, так сказать, процесс работы, когда уже мы читаем пьесу вначале. Пьесу читаем, анализируем, смотрим, сравниваем. Если это, допустим, историческая пьеса, естественно, мы работаем над историческим материалом, читаем литературу, смотрим, какие тогда были парики, кринолины, обувь. И, конечно, стараемся все это сделать, как должно быть тогда. Допустим, если это Шекспир, то это вот эпоха Шекспира. Если это Островский, то это классика такая, русская классика, Островский. Нам повезло, что мы смогли здесь поместиться. Здесь эта ниша не всегда пустая. Русский драматический театр скоро отправится на гастроли в Магадан, но вещи отправили раньше них, они уже в пути. Сколько там получилось мест, напомню? Получилось, вот как девочки-костюмеры, они всем этим занимались, 38 ящиков. Это вот 38 ящиков, забитые костюмами, обувью и всеми аксессуарами для костюма, которые... Да. Скорее всего, мы бы здесь тогда не поместились, если бы они все еще здесь висели. Тут вот эта вот ниша образовалась только благодаря этому. А так у нас полностью все тут завешено битком.
Все вот эти костюмы, которые висят здесь, они задействованы в спектаклях, но какой-то из них или каждый может оказаться экспонатом, исторической ценностью и отправиться в музей. Мы его посетили до костюмерной, и давайте послушаем, что нам рассказали. Вот художник по костюмам создавал образ, и актер как в шкуру в него входил, в этот образ. И существовал костюм, существовал вместе с актером, создавая образ на сцене. Понимаете, поэтому и актер относился к своему костюму как одной из составляющих образа. Если актер душа, то костюм это тело, наверное, вот так. Ольга, ну такая информация. Я хочу отметить, что костюм – это очень важная часть спектакля. Она передает характер героя, и актер должен себя чувствовать в ней комфортно. Вы уже увидели костюмы, которые задействованы в спектаклях. Обязательно приходите и смотрите сами спектакли. Вы, может быть, узнаете какое-то одеяние. Ну вот такая информация. Юлия, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. Жители города Мирного уже не первый год поддерживают всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». В России эта акция проходит 3 раза в год, и в эти дни автомобилистам предлагается на 1 день отказаться от использования тяжелого транспорта в пользу велосипедных и пеших прогулок. Насколько популярны велосипеды среди жителей алмазной столицы, расскажет Марфирина Алексеева. Суровый климат и длинные зимы Якутии не останавливают жителей города Мирного приобретать велосипеды. С ранней весны до глубокой осени у каждого подъезда можно увидеть несколько припаркованных велосипедов. Мирный довольно-таки компактный город, поэтому маршрутными автобусами здесь пользуются только жители микрорайона Заречный, аэропорт, а также работники промышленных организаций. И то удаленность от этих районов примерно 4 километра от центра. Поэтому велосипедный спорт стал очень популярным в городе Мирном. Практически у каждой организации сооружены специальные парковочные стоянки. Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстоянии до 5 километров. Опережает по данному показателю как автомобилей, так и общественный транспорт. Можно сесть самой свободно, ехать, не стоять ни в каких пробках, никого не ждать, ни светофор, в принципе, доехать доступно. Когда сухо, погода, и едешь, вообще адреналин, движение – это жизнь, мне очень нравится. С детьми постоянно в парк выходные катаемся. На Кимберлите также можно кататься, в парке сейчас доступно, в принципе. И вот очень удобно, с работы до работы. Мы с коллегами ездим на работу на велосипедах. Ты экономишь 2 драгоценных ресурса. Не только деньги, но и время. Во-вторых, это все-таки спортивная выгода. Ну и третье, я думаю, если смотреть более масштабно, это экологическая выгода. В любом случае, катание на велосипеде меньше загрязняет воздух, чем тот же автомобиль. Этим летом у 5 самых востребованных организаций появились новые велосипедные парковки. Их установило предприятие жилищного хозяйства совместно с медиакомпанией «Алмазный край». Места установки путем голосования выбирали сами жители. Изначально около своего офиса сделали велопарковку. Если будет интересно, заедьте. Она там такая уже как карта-объект, она очень красивая. И она начала пользоваться спросом у наших жителей. Ну и дальше как-то пошло. То есть Дмитрий Аркадьевич предложил продолжить в масштабах города, мы согласились. Велосипедов много, детки довольны, не надо таскать, не надо постоянно себя утруждать, поэтому очень удобно. Я думаю, что и здесь будет пользоваться спросом. Новые парковки установлены у Дома культуры «Алмаз», у стадиона «Триумф», районной администрации и в городском парке. А для того, чтобы крутить педали было веселее, в эти дни для горожан проходит акция. Сделав фото на велосипеде и выложив его в Инстаграм с хэштегом #SKM Мирный, обладателей креативных фото ожидают различные призы. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Встречей между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» откроется программа 9-го тура российской премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. И к нам присоединяется Андрей Мухоплев. Андрей, здравствуй. Какой игры нам ожидать? Приветствую, Ольга. «Зенит» с 17 очками идет в группе лидеров текущего сезона российской премьер-лиги. Также у «Зенита» есть проблемы с составом. Из-за травмы не будет участвовать в этом матче бразилец Малком. Кстати, он был приобретен у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Но не будем загадывать исход матча, а продолжим новости.
Встрече между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» откроется программа 9-го тура российской премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. «Зенит» с 17 очками идет в группе лидеров текущего сезона российской премьер-лиги. У «Зенита» есть проблема с составом. Из-за травмы выбыл бразилец Малком, приобретенный у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро и призванный серьезно усилить атакующую мощь команды. На старте чемпионата России «Арсенал» не показывает той стабильной игры, которая была присуща команде в прошлом сезоне. После 8 туров у коллектива 13 очков и 7-я строчка в турнирной таблице. На выезде «Арсенал» последний раз побеждал предстоящего соперника в 2017 году. Тот матч завершился со счетом 1-0 в пользу туляков. Российский легкоатлет Олег Ильин, специализирующийся на беге на средние и длинные дистанции, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба российского антидопингового агентства «Русада». Отстранение 30-летнего спортсмена отсчитывается с 26 июля этого года. Ильин нарушил один из пунктов общероссийских антидопинговых правил – наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Президент России Владимир Путин в аэропорту Махачкалы встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера, посетившего Дагестан в четверг. Путин тепло приветствовал чемпиона, защитившего титул на турнире в Абу-Даби. По мнению главы государства, одержанная победа была убедительной. Напомню, Нурмагомедов, применив удушающий прием в третьем раунде боя с американцем Дастином Порье, одержал 7 сентября 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Этот раз уважительный попался. Вначале старался через челюсть. Надо использовать свои конкурентные. Одинаково. Просто одинаково. Но я не думал, что это не получилось. Я все говорю. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера. Ранее сообщалось, что наиболее вероятным соперником Нурмагомедова является американец Тони Фергюсон. Также агент Хабиба добавил, что слова Макгрегора о желании провести реванш с Нурмагомедовым не имеют особого значения. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиян провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав из них 28 побед и ни одного поражения. 38-летний Сен-Пьер провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел 2 поражения. Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» заключил новое соглашение с российским защитником Иваном Проворовым. Контракт подписан сроком на 6 лет. По новому соглашению Проворов заработает за трансфер $40 миллионов. Летом у россиянина завершился контракт новичка, который действовал 3 года. После этого он стал ограниченно свободным агентом. Проворов был выбран Филадельфией в первом раунде под общим 7-м номером на драфте НХЛ в 2015 году. За 3 года россиянин не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах. В 246 матчах Проворов набрал 97 очков. В составе молодежной сборной России защитник дважды выиграл серебряные медали на чемпионатах мира. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Турции в первом туре чемпионата Европы. Другие встречи группы «С» пройдут позднее в четверг. Во втором туре россияне сыграют с командой Белоруссии в пятницу. На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на 4 группы. В группе «С», где играют сборные России, Турции и Белоруссии, также выступают команды Финляндии, Словении и Северной Македонии. 4 лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований. Сборная России является действующим победителем чемпионата Европы. Всего на континентальных первенствах россияне побеждали дважды, по 3 раза завоевывали серебряные и бронзовые медали. Соревнования завершатся 29 сентября. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Ольга, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо большое, Андрей. Ждем от тебя новостей. А я напомню, о спортивных событиях в стране и мире нам рассказал обозреватель Андрей Мухоплев. А теперь к другим темам.
В эти минуты в спорткомплексе «Триумф» проходит открытый республиканский турнир по самбо памяти Героя России Александра Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях принимают участие спортсмены не только из республики, но и других регионов Дальнего Востока. Более подробно сейчас с места событий расскажет наш корреспондент Дмитрий Темыров. Дима, добрый день. Что будет по итогам этих соревнований? Здравствуй, Ольга. В эти минуты завершается торжественная церемония открытия соревнований. Всего принимает участие около 100 спортсменов. Прибыли ребята из Приморского края и Республики Бурятия. И очень большой состав представляет наша республика. Для ребят из нашего региона, те, которые родились в 2004-2005 году, это значимое событие, потому что по итогам этих соревнований будет укомплектована сборная нашей республики по самбо, которая будет принимать участие на международных летних спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут в следующем году в городе Улан-Батор в Монголии. Ну, как отметил главный судья соревнований, этот вид спорта относительно молодой, и он развивается. Спортсмены из всего Дальнего Востока показывают хорошие результаты как на всероссийских конкурсах и на мировой арене. Ну, о том, как идет развитие этого вида спорта в нашем регионе, какие результаты показывают наши спортсмены, на этот вопрос ответит президент Федерации самбо Вячеслав Владимирович. Ну, если в краткости, я могу сказать, что наша самбо развивается. Вот у нас Шистикова Настя нынче стала чемпионкой России, сейчас отобралась на чемпионат мира. То есть у нас есть хорошие задатки в нашей республике по самбо. Поэтому надеемся, что благодаря Министерству спорта мы добьемся больших успехов и на игры «Дети Азии» подготовим хорошую команду достойную. И наши ребята покажут хорошие результаты не только в юношеском самбо, но и по взрослому, и на чемпионатах России по взрослым тоже покажем хорошие результаты. Вот сегодня у нас будет и спортивное самбо, завтра боевое. Мы формируем как раз команду на Дальний Восток по боевому самбо. И поэтому я думаю, что все будет хорошо, если на уровне государственной, то есть политики республики будет поддерживаться этот прекраснейший вид спорта, который несет в себе множество хороших, красивых приемов, красиво использующихся в боевых действиях. Поэтому все будет хорошо, надеемся. Поэтому поздравляю всех с праздником самбо. Желаю, занимайтесь самбо, приходите в наши клубы, тренируйтесь. И все будет хорошо. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Ну а я хочу сказать в конце, что на таких соревнованиях юные спортсмены оттачивают не только свое мастерство, но и знакомиться друг с другом. А для тренеров и для спортивного сообщества такие соревнования, таких площадках, они выявляют талантливую молодежь, которая уже в последующем будет представлять честь нашей страны и нашего региона. На этом у меня все, Ольга. Дима, спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Дмитрий Темыров. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 6 градусов со знаком плюс, ветер 1 метр в секунду. Пленский ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 3 градуса выше 0. В столице Алмазного края в эти минуты плюс 2, ветер 5 метров в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри плюс 4, ветер 4 метра в секунду. А в столице республики прямо сейчас 12 градусов тепла, скорость ветра 4 метра в секунду. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.